Доброй ночи, это телеканал АТР. Начало 11-го, вторник, значит, традиционная программа «Атлас» в рубрике «Минимджа». В студии я, ее ведущий Юрий Мацарский. В этой программе говорим про самые интересные, самые важные, самые заметные события уходящей, вернее как, начинающейся недели, со вторника по вторник, если так можно обобщить. Есть много разных тем, есть о чем поговорить. Начну вот наверное, с сегодняшней самой свежей новости. Умер румынский король Михай. Михаю было 96 лет, и он уже давно не был царствующим монархом. Его в 1947 году подвинули. Но сам по себе он очень интересный человек. Он прожил, наверное, невероятно насыщенную жизнь. Наверное, не с чем даже сравнить. Он успел дважды побыть королем своей родной Румынии. Сначала в 30-е годы совсем еще ребенком. Номинально, конечно, он был только главой государства. Он родился в 21 году. Он был номинальным главой, при нем были регенты, которые правили. А вот уже потом в 40-е годы, когда Румыния была союзницей нацистской Германии, он молодым королем стал во главе государства. Конечно, он был какое-то время марионеткой в руках Антонеску, главы правительства, который всячески был за Гитлера, за коалицию с Германией. Но в 1944 году при подходе советских войск Михай возглавил государственный переворот. Представляете, действующий король возглавляет государственный переворот против фактического правителя. И после этого, после удавшегося, к счастью для него и для всех остальных, переворота, Румыния меняет свою позицию и становится членом антигитлеровской коалиции. В 1947 году награждают короля Михая орденом Победы. Он был 16-м награжденным. Орден Победы, напомню, это высший был советский орден за участие во Второй мировой войне. Им награждались командующие армией, то есть маршалы советские, и несколько было награждено западных союзников. Например, Лес Монтгомери был награжден этой медалью. Так вот, этим орденом, прошу прощения. Так вот, король Михай был самым молодым, я напомню, он 21-го года рождения, в 1947 году получил этот высший советский орден. Более того, он даже какое-то время умудрялся сохранять свой пост при прокоммунистическом правительстве. Даже был прозван король-комсомолец. Действительно, его, в общем, привечали в Кремле. Он несколько раз туда приезжал, но потом это все надоело. Он был свергнут, жил в Швейцарии. Не думаю, что он очень плохо жил, но он еще раз совершил кульбит и из короля переучился в пилоты и работал на самолете, действительно управлял самолетами. А потом, после свержения коммунистической диктатуры, он сказочно разбогател, потому что был принят закон о реституции, согласно которому все то имущество, которое принадлежало королевской семье, должно было ему возвратиться. И он переуступил права правительству Румынии за 30 миллионов евро. Он уже был достаточно пожилым человеком, и, в общем, ему эти 30 миллионов явно пригодились. Вот этот человек прожил такую долгую, насыщенную жизнь, и сегодня покинул этот мир, ушел от нас. А мы переходим к тем темам, которые приготовили заранее. На прошлой неделе уже рассказывал вам о чудовищном теракте на Синайском полуострове, в Египте. Напомню, по меньшей мере 305 человек тогда погибло при взрыве бомбы в мечети, потом рядом с мечетью, а потом еще и после расстрела раненых и перепуганных, выбегающих из мечети людей. Вскоре после этого египетский президент Абдель-Фатах ас-Сиси объявил, что виновные будут найдены и наказаны, и пообещал, что армия сделает это всего за 3 ближайших месяца. Вот этот человек, Абдель-Фатах ас-Сиси, он сейчас делает достаточно много громких заявлений. В частности, он, например, когда сейчас говорил о том, что будут найдены виновные и наказаны, использовал словосочетание, что грубая сила будет использована при поимке и при наказании виновных в этом самом теракте. Хотя, правда, еще непонятно, кто в этом теракте виноват. Он действительно сейчас делает все больше и больше таких громких заявлений по той простой причине, что Абдель-Фатаху ас-Сиси придется в очень скором времени, уже в следующем году, идти на очередные выборы. Напомню, он пришел к власти в 2013 году после свержения предыдущего президента-исламиста Мохаммеда Мурси. Пришел он, можно так сказать, во главе
военной хунты. Действительно, так оно и было. Хунта в переводе с испанского это кружок или общество. Вот он был во главе этого самого кружка, во главе общества его военных единомышленников. Они свергли предыдущего президента, легализовались через выборы. И вот теперь Абдель Фаттах ас-Сиси ждет очередное переизбрание. У него не все в порядке с поддержкой народной. Конечно, он пока еще лидирует, но при нем в Египте разгоняется инфляция. При нем уже цены выросли процентов на 30. И он такой отчасти как Путин, с которым, кстати, сегодня долго говорил по телефону, он все рассказывает, противопоставляет себя своим предшественникам, предыдущим президентам, рассказывает, что вот наконец-то при нем началась стабильность, не то, что было раньше. То есть, те, кто следит за происходящим в России, это все давно слышал, прекрасно знает. Так вот, он делает ряд таких заявлений, одно за другим, обещает наказать виновных. Я не сомневаюсь, что кто-нибудь все-таки будет признан виновным, кого-нибудь или назначат виновным, или действительно найдут. Повторюсь, это самый кровавый теракт в истории Египта. Как минимум 305 человек погибло. Неизвестно, на самом деле, сколько еще сейчас в больницах находится при смерти, потому что многие поступили туда в тяжелом и в крайне тяжелом состояниях. И до недавнего времени никто не брал на себя ответственности. То есть ни одна из группировок, крупных или мелких, до последних нескольких дней не брала на себя никакой ответственности. И тут внезапно появилось сообщение от прежде никому неизвестной организации, в котором эта организация берет на себя ответственность за этот чудовищнейший теракт. Организация эта называется «Сыны Иисуса» и якобы действует от лица и в интересах египетских христиан-коптов. И там они даже выпустили прокламацию, или не они, или кто хочет, что называется, очернить египетских христиан-коптов, сообщает о том, что это месть за преследование, за издевательство над христианами. В общем, какая-то такая достаточно сумбурная история, которой не поверили даже египетские власти, даже те, кто сейчас, в общем, занимается поиском действительно тех, кто стоял за терактом. Но вот действительно появилась такая листовка, появилась такая информация. «Сыны Иисуса». Никогда прежде не было известно ничего о такой организации. И, судя по всему, это действительно некое, что называется, фейковое образование. Кто-то пытается спихнуть вину. Кому это может быть выгодно? Да, самым разным группировкам, в первую очередь тем, кто хочет поссорить мусульманское большинство Египта с христианским меньшинством. Это могут быть кто угодно, кто там пытается ловить рыбку в мутной воде этого самого Синая, который контролируется самыми разными группировками, племенами бедуинскими и так далее. В общем, история не заканчивается, история продолжается. Напомню, 3 месяца Абдель Фаттах ас-Сиси, египетский президент, отвел на поиск и наказание виновных в чудовищном теракте. К следующей теме переходим. Еще один наш постоянный герой, Ким Чен Ын, сегодня у нас опять присутствует. Запустили очередную ракету Северная Корея с большущей помпой, транслировалась по телевидению, люди на площадях аплодировали, радовались. Все это обсуждалось на самом высшем уровне, естественно, в Северной Корее. При пуске присутствовал глава государства, и было объявлено, что теперь в распоряжении Ким Чен Ына, в распоряжении его государства находится ракета, баллистическая ракета, которая может долететь до Вашингтона, то есть до любой точки больших, что называется, Соединенных Штатов. Напомню, ранее в Северной Корее совершенно точно были уже ракеты теоретически, это вот очень важный момент, способные долететь, скажем, до заморских территорий Америки, таких как остров Гуам или, например, до штата Аляска. Но теперь, и это уже, кстати, так осторожно, но подтверждают и сами американские эксперты, у северокорейцев есть еще и вот эта ракета «Хвасонг-15», которая теоретически способна долететь и до Вашингтона, например, до столицы США. Я вот несколько раз подчеркнул это слово «теоретически» по той простой причине, что одна ракета вряд ли это действительно долетит, потому что как в распоряжении американцев, так и в распоряжении их ближайших союзников в регионе, в Азиатско-Тихоокеанском, то есть у японцев и у южных корейцев, есть в распоряжении противоракеты, которые уж одну-то, пускай мощную баллистическую ракету, перехватят и, естественно, собьют. Но вот если и когда у Северной Кореи будет все больше и больше таких ракет клепаться, все больше и больше на вооружении появляться, вот тогда будет расти угроза как для Америки, так и для других стран. Потому что теоретически, наверное, если
там как-то правильно ее запустить, она может и до Европы долететь, это самая Хванцонг-15. Я замечу, что Северная Корея находится под международными санкциями как раз из-за бесконечных вот этих вот пусков испытаний ракет, так еще и из-за испытаний атомного оружия. И, судя по всему, для вот этого самого Хвасонг-15, который способен долететь до Вашингтона, уже придумали еще и ядерную боеголовку. То есть не только ракета, которая должна долететь, но и вот боевая ее часть, которая должна взорваться и уничтожить все, до чего сможет добраться. Она есть уже в распоряжении северных корейцев. Они ее испытывали не так давно. Это был очередной подземный взрыв. Его удалось зафиксировать, ну вот при помощи оборудования, которое следит за сейсмической активностью Земли, за землетрясениями. Вот зафиксировано было испытание. Достаточно далеко находились эта аппаратура, но тем не менее смогла она примерно так, что называется, на глазок оценить мощность этих самых взрывов. Это от 100 до 600 килотонн. Но для того, чтобы было понятно, это как минимум в 7 раз больше, чем та бомба, которая упала на Нагасаки и уничтожила большую часть населения этого японского города в 1945 году. А американцы, конечно же, после этого самого испытания очередной ракеты здорово напряглись. Даже из достаточно высоких кругов, из властных кругов уже звучат призывы вывести семьи американских военнослужащих из Южной Кореи. Ну, это обычно происходит накануне войны или накануне какой-то масштабной военной операции. Пока, правда, Белый дом к этому не призывал, зато Белый дом устроил масштабные военные учения с южнокорейской армией, с южнокорейским флотом на самой границе с Северной Кореей. Там и самолеты летают, и корабли плавают, и какие-то, значит, учебные мишени поражают. То есть всячески дают понять Северной Корее, Ким Чен Ыну, что с ними связываться не стоит. Опять ястребы в Вашингтоне, ну какой вот прям советский оборот, который опять входит в моду, опять действительно и не избавиться от него никуда. Да, вот эти вот те люди, которые, которых принято называть ястребами, те люди, которые являются сторонниками войны, говорят о том, что достаточно цацкаться уже с Ким Чен Ыном, уже невозможно долго пытались с ним договориться. Кстати, на этих же позициях стоял совсем недавно и Дональд Трамп. Надо с ним разобраться как можно скорее. И вот были опасения, что вот эти вот учения будут лишь прикрытием для масштабной атаки на Северную Корею. Но пока, к счастью, ничего этого не произошло. К счастью, почему? Потому что, все прекрасно понимают, например, глава НАТО говорит об этом вслух, Ян Столтенберг, что конфликт с ядерной державой Северной Кореи, он, в общем, коснется всего мира. Это действительно так. У этой страны есть по разным оценкам от 60 до 70, наверное, ракет на боевом дежурстве с ядерными боеголовками. Если они это пустят и даже какую-то часть перехватят противоракеты, но все равно мало никому не покажется. Поэтому очень надеюсь, что до войны не дойдет. Но следить за Ким Чен Ыном, за его ракетной программой будем обязательно. Сейчас к другой ракетной программе переходим, уже, к счастью, мирной. Илон Маск, человек с 1000 талантов, он был и финансистом, и придумывал разного рода электронные платежные системы. А сейчас он возглавляет корпорацию Tesla, которая делает, наверное, самые известные электромобили в мире. Кроме того, он еще и владелец крупнейшей частной космической корпорации. Так вот, Илон Маск, человек с этой 1000 талантов, объявил, что завершил работу над тяжелой ракетой. У него до этого были действительно ракеты, которые вылетали на орбиту, действительно возвращались назад. Возвращаемая ракета-носитель, вот что самое важное. Не сгорает, в отличие от привычных ракет, в атмосфере, а возвращается назад, ее можно использовать вновь и вновь. Так вот, он заявил, что закончил работу его компания над новой ракетой, называется она Falcon Heavy. Сокол тяжелый, примерно такой перевод у нее. Более того, он не просто закончил работу, он сообщил, что собирается отправить эту прекрасную ракету на Марс. Он написал об этом в Твиттере, но что самое интересное, несмотря на то, что сам характер твита был довольно-таки издевательский, я потом расскажу, о чем там шла речь. Так вот, несмотря на это, в его корпорации космической подтвердили, что да, действительно, такие планы есть. Собираемся отправлять Falcon Heavy на Марс.
И вот точно, как сказал Илон Маск, на борту он понесет с собой новый родстер Тесла, а этот самый родстер Тесла еще и будет на бесконечном репите играть песню Дэвида Боуи «Space Oddity». Вот такая вот история, еще раз повторю, она подтверждается. Более того, в этом своем, вот песня звучит, в этом своем твите Илон Маск так сам над собой поглумился. Я напомню, не всегда у него были запуски успешные. Несколько ракет-носителей взрывались при старте, сгорали через несколько секунд после взлета. Так вот, он написал, что эта песня будет играть на орбите Марса миллиарды лет, если, конечно, ракета не взорвется при старте. Да, и выбор песни очень интересен. Это песня про майора Тома, космонавта, который связывается с Землей и рассказывает о том, что вот он уже находится, вышел из своей капсулы, находится в открытом космосе, не знает, что ему делать дальше. На этом, собственно, песня заканчивается. Единственное, что большое отличие от Илона Маска. Этот майор Том находится на Луне. А Маск замахнулся аж на сам Марс. Кстати, уже рассчитали даже грузоподъемность этой самой ракеты в Falcon Heavy, которая должна полететь, судя по всему, уже в ближайшее время на Марс. Итак, на Марс она может доставить 16 800 килограмм. Это почти 17 тонн. То есть помимо этого самого родстера Тесла, который весит, наверное, около 2 тонн, туда еще можно на 15 тонн всякого барахла загрузить. А, кстати, на околоземную орбиту эта же самая ракета может выводить почти 64 тысячи тонн. То есть вот насколько большая разница в расстояниях. Чем ближе летит ракета, тем больше на себя может взять она себе на борт. Например, если вдруг на Плутон соберется лететь, то тогда сможет взять на себя только 3,5 тысячи килограмм веса живого. Ну, то есть совсем незначительную для космических путешествий массу. Так что уже в январе, кстати, должен состояться первый пуск. Если он будет удачным, то тогда Илон Маск уже обещает замахнуться и на Марс, а в перспективе запустить вслед за родстером еще и людей. То есть замахнуться на колонизацию Марса, на организацию там постоянного людского поселения. К следующей теме переходим. Такая короткая зарисовка их нравы, что называется. В Китае, в одном из достаточно больших китайских городов, со скандалом была закрыта школа хороших манер для женщин. Она действовала с 2011 года, и на нее как-то никто особо не обращал внимания. Она давала рекламу, рассказывала о том, что это вот та самая школа, где девушки и женщины смогут научиться домашнему хозяйству, обхождению с мужем, с детьми и так далее. Ну вот буквально несколько недель назад в сеть вылилось видео. Оно, кстати, активно сейчас запрещается, удаляется владельцами сайтов китайских, на которых видно, что лекторы не просто там чему-то учат девушек и женщин, которые приходят к ним. Они рассказывают буквально следующее. Вы должны во всем и всегда слушаться и подчиняться мужчине. Будь то ваш отец, ваш жених или ваш муж. Вы должны безропотно терпеть все то, о чем они вам говорят, все то, что они у вас просят, вы должны беспрекословно исполнять. Более того, эти же самые люди объясняли, что женщина должна терпеть побои от мужа, она должна угадывать его настроение, а если не угадала и получила какие-то побои, значит, сама виновата. Вот такая вот, в общем, школа каких-то безумных, совершенно дремучих скреп действовала в Китае вот 6 лет. А более того, часть ее преподавателей, после того, как уже это видео вылилось в сеть, и действительно под нажимом общественности школа была вынуждена закрыться, удивляются, что такого. Да, действительно, мир такой, мир так устроен, и женщина должна подчиняться мужчине. Ну, то есть вот такое дремучее, вот абсолютно дремучее мракобесие, которое, оказывается, характерно даже для таких древних цивилизаций, как Китай. К следующей теме идем. В Йемене, совсем недалеко от его столицы Сана, был убит несколько дней назад бывший президент этого ближневосточного государства Али Абдалла Салех. Прежде чем рассказать о том, что же произошло с бывшим президентом, короткий сюжет о том, что это за человек.
Восхождение Али Абдаллы Салиха к вершинам власти было вполне традиционным для Ближнего Востока второй половины XX века. Как и его современники и коллеги, ливиец Муаммар Каддафи и египтянин Хосни Мубарак, Салих выходец из военных кругов. Еще совсем молодым офицером он принял участие в перевороте, отстранившем от власти короля Северного Йемена Мухаммада Аль-Бадра. Успел поработать военным губернатором одной из провинций, а после очередного переворота, пускай неудачного, но стоившего жизни президенту Ахмаду Гашеми, Салих перебирается в первое кресло молодой республики. Произошло это в 1978 году. Новоизбранному президенту в тот момент было 36 лет. Одним из первых его распоряжений был приказ о казни 30 офицеров, обвиненных в заговоре против нового главы государства. Вскоре после вознесения к вершинам власти Салиху пришлось выдержать испытания непопулярной и не очень удачной войной. В 1979 году Северный Йемен нападает на Йемен Южный. Северяне оказываются слабее. Поддерживаемые Кубой, Советским Союзом и ГДР, марксисты-южане быстро вытесняют противника и ведут войну уже на его территории. При помощи Лиги арабских государств удается добиться перемирия. Через 10 лет Салих вновь ведет переговоры с южным соседом. На этот раз об объединении. Южный и Северный Йемен становятся единым Йеменом, а бессменный Салих – его главой. Передумавшие через пару лет южане начали было гражданскую войну, но Салих подавил сепаратистов в короткой и очень кровавой войне, унесшей в 1994 году жизни около 10 тысяч человек. Не особо считаясь правами человека, Али Абдалла Салих при этом пользовался поддержкой Запада, в частности, Соединенных Штатов Америки. Именно туда он отправился зимой 2012 года, в разгар арабской весны. Официально – для посещения врачей, неофициально – спасаясь от демонстрантов. К тому времени он уже не был действующим президентом. В ноябре 2011 года под давлением протестующих Салих отказался от этой должности, но был провозглашен почетным президентом. Вскоре он вернулся на родину, скатывающийся в очередную гражданскую войну, и вновь занялся политикой. Очень долгое время его сравнивали как раз с египетским президентом Хосни Мубараком. Говорили о том, что вот смотрите, пришла революция, пришла арабская весна, и вот отстранила этих людей, которые по 30, по 40 лет, как в случае с Салихом, находились у власти, находились во главе государства, и вот просто убрала их в сторону на обочину истории, ничего с ними не сделала. В отличие от Муаммара Каддафи, ливийского лидера, который мучительно погиб на самом деле, вот буквально прячась от своих противников. Так вот, повторил все-таки судьбу Али Абдалла Салих не Хосни Мубарака, ни одного своего коллеги, а совсем другого, вот того самого Муаммара Каддафи, погиб. Причем погиб не просто так. Погиб он от рук своих недавних соратников. Вот в этой самой разгорающейся, сейчас набирающей чудовищные обороты войне в Йемене, он сначала сделал ставку на повстанцев-хуситов, был с ними, воевал, ну, наверное, он-то сам не воевал, но фактически поддерживал этих самых хуситов, которые воевали с центральным правительством, которое пришло на смену Али Абдалле Салиху. Не очень хорошо шли дела. Несколько раз этих хуситы просили о прекращении войны, но центральные власти, поддерживаемые Саудовской Аравией, были полны решимости эту войну все-таки довести до разгрома повстанцев. И вот когда, судя по всему, он понял, что ничего хорошего не получается, он просто перешел от хуситов, перешел на сторону центрального правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией. И вскоре после этого действительно был убит. Уже появились подробности этого самого убийства на одном из блокпостов недалеко от столицы, совсем недалеко, где остановился его автомобиль. По этому самому автомобилю сначала выстрелили из гранатомета, а потом расстреляли из автоматического оружия после того, как уже был взорван автомобиль. То есть шансов фактически у пожилого экс-президента не было. Тут же хуситы это использовали в своей пропаганде, распространили фотографии погибшего экс-президента, рассказали о том, что убили они его за предательство, за то, что вот он отказался от сотрудничества с ними, перешел на сторону врага. Но не очень, судя по всему, подействовало это самое предупреждение, потому что сын покойного президента, по некоторым сведениям, уже, кстати, подтвержденным, отправился в Саудовскую Аравию и сообщил тамошнему руководству, что намерен продолжать дело отца, то есть дело борьбы с этими самыми хуситами. Но, с другой стороны, этот самый сын Салиха так активно себя и не демонстрировал сторонникам хуситов, в отличие от отца, который вот поплатился за то, что, если так можно выразиться, за то, что ушел от одних к совсем другим, то есть поменял
одних участников войны на их врагов. Вот, в общем, такая грустная история. Война в Йемене действительно чудовищные обороты набирает. ООН рассказывает, что там угроза голода невероятная, что там чудовищная нехватка чистой питьевой воды, а где нехватка чистой питьевой воды, всегда такие страшные заболевания, как холера, появляются. Так вот, с гуманитарной катастрофой, по данным Организации Объединенных Наций, могут столкнуться больше 20 миллионов человек, ну то есть значительная часть населения этого многострадального Йемена. К следующей теме идем. Еще один наш старый знакомый Мадуро, президент Венесуэлы, порадовал на этой неделе весь мир, в первую очередь венесуэльцев, заявлением о том, что правительство Венесуэлы вводит в обращение, вернее, введет новую валюту. Называется она Петро. Ну, то есть в честь петролиума, в честь нефти и нефтепродуктов. И будет она не обычной, не бумажной или не монетной валютой, а валютой крипто, как сейчас модно криптовалютой, то есть та валюта, которая существует только в виртуальном пространстве, которую нельзя пощупать руками, которой нельзя там напрямую расплатиться на кассе, но та валюта, которая набирает цену, вот мы сейчас видим на примере биткоина, он, по-моему, перевалил уже за 11 тысяч долларов, и Мадуро тоже посмотрел на этот самый биткоин и заявил, что поскольку мы находимся под западными санкциями, поскольку Запад нам вредит, Запад нам устроил все самое плохое, начиная там от инфляции и заканчивая падением промышленного производства, тогда мы на санкции Запада ответим этой самой криптовалютой. Наверное, он не очень правильно понимает себя, представляет себе о том, как на самом деле работают какие бы то ни было валюты, крипто или не крипто. Не очень он понимает, что, собственно, вся ценность вот этих постоянно набирающих стоимость никем никогда не подтвержденных ни золотом, ни каким-либо центробанком валют заключается именно в том, что ни один центробанк мира, ни одно правительство мира их не контролирует. Но вот он этого не знает, и он заявляет, что при помощи этого самого Петро смогут побороть проблемы экономические, с которыми столкнулась Венесуэла. Проблемы чудовищные. Там в десятки, а то и в сотни раз обесценилась валюта за последние несколько лет. Нету вообще ничего на прилавках. Доходит до того, что особо отличившихся при разгоне демонстрантов офицеров полиции награждают туалетной бумагой и бумажными полотенцами. Это чудовищный дефицит, не достать вообще ничего. Когда появляются, огромные очереди стоят. Там какие-то вот прям были даже приметы военного коммунизма, прошу прощения, и продразверстки. В магазины вводилась армия для того, чтобы не дать хозяевам этих магазинов, продавцам повышать цены сверх установленных правительством. И вот Мадуро думает, что вот при помощи этого самого Петро, который будет существовать только в цифровом виде, только в интернете, он сможет победить инфляцию, победить падение цен на нефть, из-за которых, собственно, во многом проблемы в экономике Венесуэлы, сможет преодолеть какие-то западные санкции. Ну что ж, на самом деле, судя по всему, ему это не получится, конечно же, но пожелаем ему в этом удачи, потому что ни один народ не должен страдать от глупости своих руководителей, ни один народ не должен страдать от того, что экономику завели в тупик какие-то люди, которые не очень себе представляют о том, что такое экономика. А Мадуро, наверное, стоит об этом помнить. До пришествия в политику был водителем автобуса. Конечно, он очень смутно имеет представление о экономике. Но вот люди не должны страдать. Там, в общем, есть далеко не только те, кто всячески поддерживает Мадуро, не только те, кто живет на подачке от правительства, такого ультрасоциалистического, но и те люди, которые думают головой, но вынуждены как-то выживать в одной стране с этим самым Николасом Мадуро. Пожелаем им удачи и к следующей теме перейдем. В Вашингтоне интересные дела творятся. Экс-советник Дональда Трампа, то есть президента Соединенных Штатов Америки, Майкл Флинн, признал себя виновным в даче ложных показаний следствию по делу о возможных связях Трампа с россиянами. Флинн сообщил о том, что
сообщил о том, что все-таки встречался с экс-послом в России в Штатах по фамилии Кисляк. Сергей Кисляк, кстати, этнический украинец. До этого он отрицал. Сейчас все-таки сообщил о том, что он встречался с Кисляком, что факт этой самой встречи был. Но, правда, пока еще неизвестно, о чем же они там говорили. Трамп уже успел заявить о том, что не было абсолютно никакого сговора, что Флинна, может быть, не так поняли. Но вот по некоторым данным, которые приводят, в частности, ABC News, ссылаясь на доверенное лицо этого самого Флинна. Так вот, они говорят о том, что теперь Флинн готов подтвердить, что Трамп лично просил его выйти на контакт с русскими для того, чтобы, вероятно, помочь Трампу победить на президентских выборах. Как это было? Как победить, все, в общем, прекрасно понимают. Американцы не первый день ведут расследование о возможном российском вмешательстве как в ход голосования, так и в ход подсчета голосов. Это все в цифровом виде давно в Америке происходит. Поэтому умелые хакеры, скорее всего, с большой долей вероятности могли каким-то образом вмешаться. И где-то в том или ином штате, или даже в нескольких штатах, действительно подтасовать итоги выборов таким образом, чтобы все-таки как-то на того или иного кандидата сделать ставку. Разворачивается этот самый скандал. Трамп, я напомню, не в первый раз находится в самом центре его. Уже несколько его советников были вынуждены подать в отставку или оправдываться. Судя по всему, встречался с россиянами и его зять, и тоже советник. И даже Трампу пришлось оправдываться. Он не так давно заявил, что не так хорошо знает этого самого своего зятя, чтобы судить о том, о чем он мог разговаривать с русскими. То есть речь идет о том, что, так называя вещи не то что своими именами, а несколько так упрощая, речь идет о том, что с большой долей вероятности Трамп, если это подтвердит расследование, будем говорить, российский агент. То есть тот человек, на которого сделала ставку Москва ради победы и дальнейшего снятия после этой самой победы санкций. И об этом тоже было заявлено на этой неделе. Сразу несколько источников в Вашингтоне заявили американским СМИ о том, что велись такие переговоры между штабом Дональда Трампа и Москвой о снятии санкций с России после победы Дональда Трампа. Я не очень думаю, что не могу поверить, что такого рода переговоры могли вестись без участия самого Дональда Трампа. Как можно было поручить какому-нибудь своему помощнику, какому-нибудь своему, я не знаю, заместителю вести столь важный переговор? Я так думаю, что если такие переговоры действительно велись, а я напомню, об этом говорят источники в высших властных кругах Вашингтона, то Дональд Трамп, наверняка знал об этом. Расследование, которое сейчас идет полным ходом, и в ходе которого уже Майкл Флинн дает показания, должно показать, что же на самом деле происходит и происходило. Были ли какие-то, прямо скажу, договорники между Трампом и Москвой, которые позволили ему прийти к власти, и почему же он все-таки тогда свое обещание не сдержал, почему он санкции не отменил, или, может быть, он сдержал их в каком-то другом виде, может быть, он в чем-то другом Москве пошел навстречу. Еще раз напомню, расследование продолжается не первый год, но только сейчас оно начинает давать какие-то действительно очень интересные плоды. Следим за Трампом, следим за Майклом Флинном, следим за этим расследованием. К следующей теме. В Непале буквально через 2 дня должен состояться второй тур парламентских выборов. Первый был на прошлой неделе, вот сейчас будет второй. Это исторический момент. Огромное количество времени прошло с тех пор, когда в последний раз в Непале проходили выборы. В нашем сюжете объясняем, почему так вышло. Восстание коммунистов в Непале, переросшее в настоящую гражданскую войну, началось 13 февраля 1996 года. Причиной его стало желание местных коммунистов свергнуть абсолютную монархию и заменить ее народной республикой. Первые несколько лет войны партизаны из маоистской коммунистической партии Непала занимались почти исключительно уничтожением предприятий, принадлежащих крупным капиталистам, а также грабежами банков и офисов предпринимателей. Однако к началу 2000-х годов конфликт принял форму настоящей войны. При этом часть территории Непала оказалась под полным контролем повстанцев.
Королевство было вынуждено обратиться за помощью к Соединенным Штатам Америки и Европе, которые предоставили стрелковое вооружение. В страну приезжают американские инструкторы, но западных поставок и западных учителей оказалось недостаточно для победы. Правительство вступило в переговоры с коммунистами, демонстрировавшими чудеса выживания в противостоянии с армией. Монархия тоже оказалась на удивление живуча и смогла пережить даже кровавый переворот 2001 года, в котором принц Гьянендра убил своего отца, царствующего монарха, мать-королеву и старшего брата-наследника престола, встав после этого во главе государства. Конец войне положила конституционная реформа 2006 года, лишившая короля абсолютной власти. Все властные полномочия отошли правительству, которое поспешило заключить с партизанами мирное соглашение. Маоисты, чье главное требование – свержение абсолютной монархии, уже было выполнено, согласились сложить оружие в обмен на участие в кабинете министров Непала. По некоторым данным, к моменту подписания мирного договора в ноябре 2006 года повстанцы-коммунисты контролировали до 80% сельских территорий страны и имели немалое количество сторонников в городах. Вот какая-то часть коммунистов действительно оказалась в правительстве. И судя по всему, по итогам этих самых выборов, которые, напомню, второй тур состоится уже 7 декабря, попадет и в парламент. Но не все коммунисты вот пошли на перемирие, не все коммунисты сложили оружие. Часть вот этих самых маоистов продолжает действовать где-то в сельской местности. И вот они очень недовольны тем, что творится в стране. Вроде как монархию свергли, но все равно еще не настоящий коммунизм построили. Какая-то вот такая демократия недокоммунистическая в стране царит. И вот они устраивают, судя по всему, они, по крайней мере, больше, в общем, некому в Непале это делать, устраивают нападения на митинги, на предвыборные собрания, выступления как кандидатов, так и их сторонников. В одном из этих нападений, вот буквально позавчера, были ранены сразу 11 человек, была взорвана бомба, один из кандидатов пострадал, и после этого посыпались сообщения в Центральную избирательную комиссию Непала с требованием обеспечить безопасность как кандидатов, так и избирателей. Потому что, вот, несмотря на очень большую явку, 65% вот в первом туре, который несколько дней назад был, 65% из числа имеющих голос пришли и отдали этот самый голос, все равно говорят наблюдатели в Непале, что если бы была обеспечена безопасность как голосующим, так и кандидатам, явка была бы куда бы больше. Что в этой ситуации может сделать Центральная избирательная комиссия? Ну, сложно сказать. Хотя вот по некоторым данным собираются, по крайней мере, некоторые из политиков непальских обратиться к соседней Индии с просьбой ввести какие-то силы безопасности, обеспечить вот возможность спокойно проголосовать. Но другая часть политиков считает, что это будет прямой оккупацией государства и требует индийцев не пускать на свою территорию. В общем, непростая такая история складывается. Ну вот узнаем уже, как проголосуют совсем скоро. Сейчас время нашей программы подходит к концу. Время попрощаться. Но прежде чем уже окончательно уйти и пожелать вам спокойной ночи, напомню, что завтра в 22:20 на телеканале АТР мой коллега Денис Казанский в этой же самой рубрике «Минимджа» проведет свою программу «Оккупированные» о том, что творится на территориях, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Счастливо.